В Алматы заболеваемость коронавирусом выросла на 64%, заразились более сотни врачей. Чиновники утверждают, что всему виной халатность медперсонала. А тем временем в Казахстан доставили первые экспресс-тесты. Что ж, кровь я сдал. Говорят, что результаты анализа будут известны примерно через час. Признаюсь, даже немного волнительно. В хостеле под Петербургом выявили очаг заболевания коронавирусом. Само здание оцепили, но магазины, в которых бывали мигранты, продолжают работать. А они к вам сюда ходили, да, в магазин? Ходили, да. Из общежития? Да. Это страшно. Кто хочет болеть, никто не хочет. В Кыргызстане во время режима ЧП власти резко ограничили свободу прессы. Госканалы продолжают работать, а независимые журналисты не могут даже свободно передвигаться по городу. Большинство независимых СМИ не получило ни аккредитации, ни пропусков в режиме чрезвычайного положения, что безусловно влияет на доступ аудитории к объективной информации. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Егор Максимов. Здравствуйте. К главным темам. В Казахстане растет число заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день, по официальным данным, их 1179. И с нами на прямой связи наш корреспондент из Алматы Шолпан Аразбекова. Добрый вечер, Шолпан. Помимо пациентов, какая ситуация в Казахстане сейчас? Приветствую, Егор. Сегодня министр здравоохранения сообщил, что в целом по Казахстану на сегодняшний день уже зарегистрированы 14 летальных исходов. 939 человек находятся на лечении, 18 из них в тяжелом состоянии. Кроме этого, сегодня глава Минздрава Биртанов также озвучил неутешительный показатель. Рост заболевания на Алматы составляет 64%. Если минувшей ночью всего по Казахстану было зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусом, то 106 из них приходится на Алматы. Сегодня к полудню также стала известна еще одна информация о том, что 110 алматинских медиков были заражены коронавирусом. Итого всего в целом их количество составляет 147 человек. Шолпан, вопрос о заразившихся врачах. Вчера чиновники Алматы обвинили самих медиков в халатности. Есть ли какая-то реакция с их стороны на такое обвинение? Да, сегодня в сеть попало коллективное письмо алматинских врачей. Они обратились к президенту страны. Кроме этого, минувшей ночью в социальных сетях было опубликовано видео. Автор ролика представился травматологом городской центральной больницы, где как раз и было выявлено массовое заражение коронавирусом. Он также обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву и попросил провести справедливое расследование, а также направить в больницу представителей надзорных органов. Мужчина также в ролике рассказывает, что очень долго медперсонал работал без защитных средств, и если они их получили, то только 7 апреля. Давайте послушаем его. Лично я, врач-травматолог приемного покоя, получил костюмы СИЗ только 7 числа, 7 апреля. Сейчас большинство моих коллег, травматологов, результаты положительные. Я сам сдал анализы 12 числа, до сих пор уже больше суток не могу получить результатов. Лично я... В свою очередь, чиновники Горздрава Алматы пытаются сами разобраться, как же это так, что такое количество врачей одновременно заразились коронавирусом. Ну и они уже предположили, что, скорее всего, врачи были заражены от бессимптомных пациентов. Давайте послушаем главу Горздрава. Заражение могло произойти от пациентов, так как они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование.
Спасибо большое, Шалпана Разбекова на прямой связи из Алматы. А мы продолжим говорить о противостоянии медиков с властями города и обсудим эту тему с врачом Кайыргали Канеевым. Он выступает как раз-таки против чиновников. И сейчас с нами на прямой связи. Кайыргали, добрый вечер. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, врачи Алматы собирались подавать в суд на главного санитарного врача города. Как вот этот конфликт развивается сейчас? Сейчас на данный момент врачи города Алматы работают с юристами. Отозвались очень известные юристы города, которые готовы безвозмездно оказать свою помощь врачам в эту трудную минуту. Готовится досудебная претензия к главе городского СЭС. Это все идет сейчас как подготовительный этап на подачу иска в суд. Еще перед эпидемией чиновники отчитывались о полной готовности медицинской системы страны к коронавирусу. Получается, что это не совсем справедливая оценка была? Абсолютно не готовы. Даже те постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, там не предусматривалось ношение средств индивидуальной защиты, которые должны были оснаститься все медицинские организации. В условиях эпидемии каждую клинику, которая оказывает экстренную помощь, нужно расценивать как потенциальный очаг коронавирусной инфекции. Вот это было упущение санитарных властей нашей республики. И, соответственно, из-за этих упущений мы имеем то, что имеем. Да? Сейчас на данный момент только в одной клинике, вот, о котором идет речь, заразилось уже по официальным данным уже 110 медицинских работников. А в остальных клиниках, на ваш взгляд, какое положение дел? Вообще справляется медицинская система страны с тем, что сейчас происходит? В остальных, надо сказать, что Центральная городская клиническая больница города Алматы — это одна из крупных клиник города. Она одна из таких клиник, где качество медицинской помощи достаточно одна из высоких не только в городе, но и по всей республике. Если в этой Центральной городской клинической больнице происходят такие явления, то, конечно, говорить о других клиниках, которые меньше уровнем, конечно, только наши догадки об этом могут говорить. Тем не менее, то, что сейчас вот мои коллеги призывают справедливое расследование, я считаю, что справедливое расследование не должен проводить Министерство здравоохранения. Тогда мы не увидим справедливой оценки происходящего. Нужно создавать правительственную комиссию, и в эту правительственную комиссию нужно включать независимых экспертов. Только так мы можем узнать истинную картину причины развития коронавирусной инфекции в стране в целом. Еще один вопрос вам. Каждый день поступают новые цифры по числу заразившихся, но люди в соцсетях сомневаются иногда в этих цифрах, считают, что случаев гораздо больше. Вы лично кому склонны верить? Я считаю, что те официальные цифры, которые нам дает Министерство здравоохранения, она ничего общего с действительностью не имеет. Почему? Потому что медицинская статистика на данный момент в Казахстане в упадке. Те автоматизированные информационные системы, например, поликлиника, да, из-за того, что разработчикам этих операционных систем не было заплачено за сопровождение, то сейчас уже медицинские работники не могут владеть истинной картиной, даже не говоря о коронавирусе, а о других заболеваниях. Фактов очень много, где происходит разночтение. Поэтому истинную картину заболевших не знает даже сам министр Биртанов. Спасибо большое. Кайыргали Канеев, врач из Казахстана, на прямой связи с нашей студией. Спасибо. В Казахстан тем временем начали привозить массовые тесты на коронавирус. Но, правда, такой экспресс-анализ доступен лишь в некоторых городах и далеко не всем людям. Вот кто именно может рассчитывать на этот тест, насколько этот тест эффективен, выяснял мой коллега Ернур Дазжанов. Долгожданные экспресс-тесты, привезенные из Китая, наконец доступны для казахстанцев. Чтобы бесплатно провериться на наличие коронавируса, желающим нужно заполнить анкету. Найти ее можно на сайте общеизвестной частной лаборатории. Дальше заявку рассматривают эксперты из Минздрава.
После того, как вам одобрят заявку, нужно прийти в строго назначенное время в один из пунктов сбора биоматериала. Здесь у входа сразу же проверяют температуру. Здравствуйте. Здравствуйте. 1067. Так, у вас температура норма, можете руки обработать, одеть бахилы, снять верхнюю одежду и пройти регистратуру с удостоверением. В помещении приглашают по одному. Приходить надо обязательно в маске и иметь при себе удостоверение личности. Личные данные пациента медработники сверяют на расстоянии. Безопасность превыше всего. Получили направление, дальше следуем в процедурный кабинет. Сам процесс тестирования довольно прост. Никакой биоматериал из носа или же полости рта не берут. Достаточно крови из пальца. Здравствуйте. Что ж, кровь я сдал. Говорят, что результаты анализа будут известны примерно через час. Признаюсь, даже немного волнительно. Результаты анализа пришли на почту. Тест оказался отрицательным. Что важно, такие экспресс-проверки не могут точно определить, заразился ли человек коронавирусом. Они лишь показывают, переболел ли человек COVID-19 ранее и выработались ли у него антитела, то есть иммунитет. Скорее всего, то есть были проявления респираторной вирусной инфекции, были проявления, то есть кашля, то есть была, возможно, одышка, температура, то есть и респираторные проявления. Они переносили на ногах, возможно, то есть перенесли. Если антитела все-таки выявили, пациент пройдет более детальное обследование. Для этого проводят ПЦР-тестирование. Здесь уже проверяется ДНК человека, и это дает более точный результат. Что касается экспресс-тестирования, пройти его можно лишь в Нур-Султане и Алматы. Доступно оно только медикам, госслужащим, военным и полицейским, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Чуть позже провериться на наличие инфекции смогут и рядовые граждане, но уже на платной основе. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. К другим темам. В России на второй неделе самоизоляции политики неожиданно вспомнили о трудовых мигрантах из Центральной Азии. Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал приезжих плохо контролируемой группой риска. Это цитата. И сказал, что в перспективе мигранты могут представлять и криминальную угрозу. По мнению Миронова, такие люди не всегда соблюдают режим самоизоляции, живут вместе и якобы заражают друг друга и окружающих. Поэтому уже в ближайшее время депутат намерен отправить запрос в Минздрав и в МВД с просьбой усилить контроль над мигрантами. А вот коллега Миронова из Московской городской думы Сергей Митрохин предлагает еще более радикальные меры. Он хочет отправить трудовых мигрантов на родину чартерными рейсами. В Москве остановили работу на стройках, и, по мнению Митрохина, сейчас около 200 тысяч человек останутся без работы, а значит без жилья, и в итоге окажутся на улицах. МВД взять контроль перемещения и места проживания данных лиц, а после готовности к транспортировке организовать процесс оперативной доставки всех работников в аэропорты. Московским властям организовать временные выплаты пособий мигрантам до того момента, когда они покинут город. Заявление Митрохина вызвало немало критики в российских соцсетях. Он уже сам пояснил, что предлагает выслать не всех мигрантов, только ту часть, которая потеряла работу на период пандемии. И свою идею депутат считает гуманной. Он отметил, что лучше ведь потратить деньги на эвакуацию, чем на жилье и на еду для мигрантов. А в Ленинградской области тем временем в одном из нелегальных хостелов для трудовых мигрантов обнаружили очаг коронавируса. Теперь здание оцепили, но вот магазины, в которых постояльцы покупали продукты, продолжают работать. Почему так получилось, выяснял Антон Гуськов. Общежитие для мигрантов, где произошла вспышка коронавируса, находится в поселке Новосергиевка в пригороде Петербурга, вот за этим забором. Теперь здание закрыто на карантин. У входа круглосуточно дежурят наряд полиции и микроавтобус с ОМОНом. Их задача – пресечь контакты людей с внешним миром. Внутри общежития находится 35 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Госпитализировать их в больницу не стали. Всего в общежитии живет 154 мигранта. В минувшие выходные санитарные врачи во время совместного рейда с полицейскими заметили у постояльцев этого общежития характерные для коронавируса симптомы, после чего изолировали здание от внешнего мира. Значит, собственник этого, общежития всецело взял на себя, вот эти обязанности. Для обеспечения их продуктами питания и всем необходимым. Местная администрация сделала санитарную обработку прилегающей территории. На кадрах видно, как люди в спецзащите опрыскивают дезинфицирующим раствором подход к ближайшему продуктовому магазину. Однако, по словам продавщицы, внутри торговой точки обработку не делали. Товар по-прежнему лежит на полках. А они к вам сюда ходили, да, в магазин? Ходили, да. Из общежития? Да. Как-то страшно. Кто хочет болеть, никто не хочет.
Я бы сидела дома. Или если вот сказали карантин, надо сидеть, я бы сидела. По соседству с магазином небольшая пекарня. По словам ее работников, здесь тоже ничего не обрабатывали. Невзирая на вспышку коронавируса в нескольких десятках метров отсюда, здесь продолжают печь лаваш. Оправдываются с тем, что заказы только на доставку. Вам не страшно здесь сейчас? Вот? От этого куда бежать-то, это ничего страшного. Тут что, все нормально же. Люди же ходят. Губернатор Ленинградской области уже назвал вспышку коронавируса в общежитии для мигрантов инфекционной бомбой. Сейчас устанавливается круг контактов заболевших коронавирусом мигрантов. Рядом с общежитием припаркованы 4 автобуса. На них мигрантов возили на работу и обратно. По нашей информации, все заболевшие работали на городских стройках. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Петербург. В Кыргызстане режим чрезвычайного положения продлится до 30 апреля. Такой указ сегодня подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Торговые центры, кафе, другие заведения – все будет закрыто. Учиться работать можно будет только в удаленном режиме, но власти обещают сделать некоторые послабления для журналистов. Вот что это значит, мы спросим у моей коллеги Джибек Бегалиевой. Джибек, добрый вечер. Что говорят в аппарате президента? Как сейчас у вас работает с журналистом и как обещают все сделать? Привет, Егор. Ну, утверждать однозначно ничего пока нельзя. Аппарат президента пока только рекомендовал пересмотреть формат работы с журналистами в части их аккредитаций. Что на это скажут в комментатории и вообще дадут ли там журналистам свободно работать, возможно, мы узнаем из завтрашнего брифинга. А пока в штабе, который каждый день отчитывается перед населением, говорят, что пик эпидемии еще не пройден, и сейчас в стране насчитывается 430 инфицированных COVID-19. Идут постоянные усилия в том, чтобы спрогнозировать как-то и ситуацию у нас по стране. По последним таким вот выводам экспертной вот этой группы, пик где-то мы ожидаем 20 по 24 апреля. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот пик мы быстрее достигли. Комендант Бишкека уже однажды обещал, что журналисты в столице смогут работать беспрепятственно, но, как потом выяснилось, специальных пропусков представителям прессы никто выдавать не собирался. И все это время, например, государственные каналы свободно возят своих редакторов и ведущих на работу. И как к этому относятся наши коллеги, что они об этом думают, мы узнаем из нашего сюжета. Я сделала материал о том, как работает пресса в Кыргызстане в условиях чрезвычайного положения. Выгоняю ребенка из его комнаты. Диля Юсупова – автор самых разгромных материалов на независимом сайте «Кактус Кейджи». Но из-за карантина неудобные вопросы чиновникам и депутатам журналистка не может задавать вот уже 2 недели. Очень сложно освещать вопросы самого коронавируса, потому что, к сожалению, республиканский штаб предоставляет очень мало информации, а из-за той информации, которая предоставляется, возникает очень много вопросов, на которые мы не получаем ответы. Диля теперь не может дозвониться ни до одного чиновника. Всю информацию о борьбе с коронавирусом в Кыргызстане дает только республиканский штаб. Раз в сутки там дозированно отмеряют ровно столько информации, сколько, по мнению чиновников, нужно кыргызстанцам. Пресс-служба там комендатуры, то есть доступна для нас только вот раз в день. Иногда в штабе разрешают журналистам задавать вопросы, однако это не значит, что на них будут получены ответы. За несколько часов собираются вопросы, и на нужные вопросы только они дают ответ. А может быть, на некоторые вопросы у них даже нет ответа, поэтому они просто их игнорируют. Это видео в студии ТВ1 KG сняли в те дни, когда в Бишкеке ужесточили правила передвижения по городу. Большую, огромную обеспокоенность и недоумение вызывает тот факт, что большинство независимых СМИ не получило ни аккредитации, ни пропусков в режиме чрезвычайного положения, что, безусловно, влияет на доступ аудитории к объективной информации. Вот уже больше 2 недель телевизионщики ведут прямые эфиры из своих квартир, пишут репортажи на балконах. Очень плохо, что нам запретили передвигаться по городу и ограничили в действии. Ограничили нашу деятельность, потому что мы не можем взять оперативно информацию с первых уст. Зато даже после комендантского часа выходят в эфир ведущие главного новостного госканала. Однако шеф-редактор Алато-24 объясняет, что передачи записываются заранее.
Работают только те, кто задействован в выпуске новостей. Вы знаете, что наш эфир идет 24 часа в сутки, поэтому большая часть сотрудников работает удаленно. Лишь выпускающие редакторы и ведущие приезжают раз в день, чтобы записать программы. Все это показывают пустые студии и кабинеты. Спецпропусков сотрудникам госканала власти, по ее словам, не выдавали. Ведущих и техников на работу возят служебные машины, на которые оформлены разрешительные документы. Но у многих редакций и таких пропусков нет. СМИ выпало как связующее звено между официальными органами и населением страны. Постоянная недосказанность, искажение, замалчивание ситуации, преувеличение некоторых достижений породили среди населения, как я уже сказал, недоверие к официальным источникам. Хотя в некоторых странах журналисты продолжают работать так же, как и раньше. Например, в Малайзии их снабжают средствами защиты от государства. В Англии, в Шотландии это ключевые сотрудники. В Украине парламент создал видеоконференции с их заседаний. Для того, чтобы бороться с вирусом, по мнению Гульнуры, людей надо информировать. А для этого, считает она, журналисты должны свободно работать. Юбек Бегалиева, Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Агентство Bloomberg называет Россию новым источником заражения коронавируса китайцев. В аэропорт Владивостока со всей России прилетают граждане КНР, которые пытаются потом транзитом через этот город вернуться на родину. И многие из них оказываются инфицированы. Около 100 тысяч граждан Китая находятся сейчас на территории России. Это данные китайского МИДа. Многие из них пытаются вернуться на родину через Владивосток. Только за минувшие сутки власти соседней китайской провинции Хэйлунцзян выявили коронавирус у 79 граждан Китая, вернувшихся из России. По официальным данным, всего на территории Приморского края сейчас зарегистрировано 32 случая заражения. Пациенты очень тяжелые, они сочетанные. То есть мы лечим не только пневмонию, мы лечим и сердечную недостаточность, и почечную недостаточность. Сахарный диабет сопутствующий, к сожалению, нам очень сильно усложняет задачу. Пациентов много, пациенты нуждаются во внимании. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка заявляет, что из Москвы граждане Китая с симптомами заболевания по 8 часов летят во Владивосток без всяких средств защиты. Губернатор предлагает просто запретить транзит граждан Китая через Владивосток. На сегодняшний день китайские граждане продолжают прибывать в Приморский край. С 9 апреля Китай закрыл пассажирское сообщение на всех пунктах пропуска на границе. Администрация провинции назначила вознаграждение в размере около $420 за информацию о незаконном переходе границы. А если граждане сами смогут задержать нарушителей, то вознаграждение составит более $700. В соответствии с двусторонними договоренностями между Китаем и Россией, соответствующие органы и местные власти двух стран должны совместно принимать коллективные меры для предотвращения случаев незаконного пересечения границы и незаконной деятельности в приграничной территории. Это ответственность, которую должны нести оба государства. В городе Суйфэньхэ, соседней с Россией провинции Хэйлунцзян, за выходные выявили 243 инфицированных. Там срочно открыли новый госпиталь. С сегодняшнего дня в нем приступили к работе медики, в том числе имеющие опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции в провинции Хубэй. А в самом городе ввели жесткий карантин, организованный по тем же принципам, что и в городе Ухань, откуда началась эпидемия нового коронавируса. Кирилл Михайлов, Александр Касаткин. Настоящее время. Это все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и, конечно, в режиме прямого эфира на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов, я с вами прощаюсь. Берегите себя. Ощущение, как будто ты выпил цемент, и он у тебя в легких застрял. Ситуация покатится, будет комендантский час. Военные стрельбы на полигоне Апук по плану. Я тут главный обезьян с серебристой спиной. Со мной этого не случится. А случается со всеми. Росгвардия окружила местную больницу в городе Армянск. Сидите дома, пока что. Смотрите Крым Реалии в эфире телеканала «Настоящее время».